Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Душанбе изъяты тонны некачественных продуктов. Продавцы подделывали документы и перебивали на упаковках сроки хранения. Я не дура. Я просроченные не беру. Антиисламская истерия нарастает по всей Европе. В Праге ультраправые обклеивают лавки с восточной едой оскорбительными листовками. Это листовки организации «Мы против ислама». Есть и другие листовки, например, где видно, как собака мочится на мечеть. Тайные российско-американские переговоры о судьбе Донбасса. Между тем, президент Украины Порошенко полон оптимизма и заявляет, что до конца года мятежные территории вернутся. Ему не верят даже дети. И очень много людей погибают в школах, в разных зданиях. Самого популярного в России футбольного комментатора Василия Уткина отстранили от эфира. Он заснул во время трансляции матча Барселона-Байер, но продолжал комментировать игру и во сне. И новый ответ российских эстафетников очень недолгий. В Казахстане могут появиться новые осужденные за комментарии в социальных сетях. В Астане проходит судебный процесс над гражданским активистом Болатбеком Бляловым. Его обвиняют в разжигании розни. Поводом стали видео Блялова, выложенные в YouTube, где он высказал свое мнение о роли русского национализма в эскалации конфликта в Донбассе. Суд не принимает во внимание ни один из доводов защиты, поэтому сторонники активиста во время последнего заседания устроили акцию протеста. Судья, которую адвокаты обвиняют в пристрастности, перенесла заседание в другой зал. Приставы выгнали всех протестующих, прессу и иностранных наблюдателей. Теперь процесс будет проходить в закрытом режиме, и наблюдатели практически не сомневаются, что приговор будет обвинительным и политически мотивированным. А в Алматы судят по тем же обвинениям других гражданских активистов – Ермека Нарымбаева и Серикжана Мамбеталина. Их вина заключается в том, что они якобы процитировали в соцсетях отрывок из запрещенной в Казахстане книги «Ветер с улиц», автор которой вообще неизвестен. Несмотря на то, что прокуратура признает, что по этому делу нет потерпевших, судья отклонила все ходатайства защиты и даже не пустила в зал посла США в Казахстане. В магазинах Таджикистана изъяты более 3600 тонн просроченных продуктов. Как заявляют надзорные органы республики, покупатели обманывают, указывая на этикетках сроки годности, не соответствующие действительности. Их просто перештамповывают, когда заканчивается предыдущий срок хранения. Наш корреспондент Анушервон Арипов участвовал в контрольных закупках. Вы знаете, точно я не могу сказать, но на записи смотрю. Срок годности до какого-то времени. Просроченные продукты, но только там по сроке, по этой этикетке я могу узнать все. А так никак нет. А кто может определить? Я эксперт, что ли? Я же не товароведческий эксперт, правильно? Но я все время проверяю. Просроченных нету. Допустим, было такое, что у вас пищевые отравления случались или... Нет, такого не было. Понятно. Я не дура. Я просроченные не беру. Большинство опрошенных на улицах столицы душанбинцев верят в то, что определить качественный товар на прилавках магазинов можно по этикетке. Достаточно посмотреть на срок годности и покупать только продукцию известных брендов. Но делают они это зря, по словам работника оптовой компании, чьи сладости есть в десятках торговых центров столицы. У него собственная печать заводская на все продукты. Если товар конкретно не испорчен, там нету запаха и что-то, повторно пробивает сроки, продает его. То есть со всеми товарами? Да, абсолютно со всеми. Фаридун, молодой человек, не хочет показывать лица, чтобы не потерять работу. Успел поработать в 3 подобных компаниях. И везде, по его словам, одно и то же. Продать привезенную продукцию нужно в любом случае, чтобы не потерять прибыли. Исключение, когда она окончательно потеряла товарный вид или попросту сгнила. В одном из столичных магазинов мы купили всего лишь 2 пачки бисквитов. Это шоколадные и крем-брюле. Но оказалось, что шоколадные у нас уже просрочены 2 месяца как, и их приходится выбрасывать. У крем-брюле срок годности еще не вышел, но после того, как я потер цифры, они пропали. Как говорят эксперты, это значит, что он уже был однажды перебит, и этот продукт все же просрочен. Выбрасываем его.
Поставщики, торговые центры и небольшие магазины продолжают обманывать жителей, несмотря на регулярные проверки и штрафы. Агентство «Таджикстандарт» только в 2015 году изъяло более 3600 тонн некачественных продуктов питания. Это низкокачественная, не отвечающая стандартам и просроченная продукция. Она была частично уничтожена, частично отправлена на переработку и использована в качестве кормов для животных. В большинстве это импортная продукция, пришедшая в негодность из-за неправильной транспортировки, хранения или просроченная. Чтобы избежать некачественной продукции, эксперты советуют не лениться, потереть срок годности. В случае, если все же возникли сомнения в качестве, можно попросить специальный сертификат. Любые пищевые продукты и товары для детей проходят проверку в лаборатории «Таджикстандарта». Макаронные, зерновые и мучные изделия произрастают это все из земли. И поэтому мы особо тщательно проверяем на радиоактивность. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Международные рейтинговые агентства Moody's, а также Standard & Poor's присвоили правительству Кыргызстана кредитный рейтинг со стабильным прогнозом. Это означает, что банки смогут брать международные займы под минимальные проценты. В республике заговорили о возможном снижении существующих ныне ставок по кредитам для предпринимателей и населения с нынешних 36% годовых до хотя бы 10-15%. Однако у экспертов другое мнение. Адилет Бектурсунов подробнее. Кыргызстану впервые присвоен кредитный рейтинг от агентства Moody's и Standard & Poor's. Прогноз по нему стабильный. В качестве причин для выставления этого рейтинга послужили слабая, но быстро растущая экономика, сбалансированный бюджет и низкая стоимость обслуживания государственного долга. Но есть факторы, сдерживающие рост кредитного доверия, в частности, низкий потенциал экономики и изменчивость политической системы. Мы достигли того, что давно хотели. Мы получили кредитный рейтинг, мы открылись миру, финансовый мир узнал о нас. Теперь самая главная задача – это поддерживать этот кредитный рейтинг, именно этот уровень. А вот теперь для этого мы должны приложить очень большие усилия. Кредитный рейтинг – это своего рода показатель экономической надежности государства. По прогнозам экономистов, кредитное доверие поможет правительству, банкам и бизнесу получать инвестиции и кредиты на привлекательных условиях по низким процентным ставкам. В Кыргызстане очень повышенный уровень кредитной нагрузки населения. Банки выдают займы под кабальные проценты от 17 до 35. Внушительная часть жителей страны в долговой яме. То есть, вы понимаете, да, здесь вот как Илья Муромец идет к камешку финансовому, да, и там написано, хочешь, чтобы был дешевый кредит, открой финансовую систему, тогда банки умрут, да. Направо пойдешь, банки местные частично обанкротятся. Налево пойдешь, кредитная ставка повысится. Да? Прямо пойдешь, как бы финансовая система страны может рухнуть, но простое население будет в шоколаде. Да? Вот. Такие вот выборы стоят. Поэтому это от кредитных рейтингов вообще не зависит. То есть от Moody's, от Standard & Poor's это не зависит. Это внутреннее дело. Впрочем, многие экономисты считают, что кредитный рейтинг не станет панацеей от всех финансовых проблем. В стране по-прежнему остается слабая система госуправления, пренебрегаются законы и процветает коррупция. Есть десятки неблагоприятных примеров, когда иностранных инвесторов отпугивали откровенные вымогательства со стороны госслужащих. Инвесторы здесь очень сильно обременены законодательством по получению места жительства, перевозки семьи, визы для семьи, да, получение разрешения на работу. То есть все эти препоны, они стоят. Они решаются коррупционным путем. Там 5000 брокеру заплатил, и, пожалуйста, работай. Но по государственным, если там не более $100, да, уходит, по государственным тарифам, если все заплатить. И вот получается, что здесь вот все эти моменты, все тонкие моменты, да, правовые в основном, связанные с администрированием, с бюрократией, да, они уже имеют достаточно высокий барьер для ведения бизнеса в Кыргызстане. Правительство сейчас ставит задачу по увеличению роста инвестиций, которые спасут страну от надвигающегося кризиса. Пока аналитики МВФ прогнозируют Кыргызстану очередную инфляцию потребительских цен еще на 10%. Адилет Бектурсунов, «Настоящее время», Кыргызстан.
Узбекская служба радио «Свобода» Озодлик сообщает, что неизвестные обклеивают оскорбительными антиисламскими стикерами халяльные продуктовые лавки и магазины выходцев с Ближнего Востока и Центральной Азии. Под подозрением ультраправые чешские группировки, которые выступают против мигрантов. Я соскучился по узбекской еде и решил прийти сюда. Пришел, смотрю, лавка «Кебаб Марсель» уже закрыта, а на стенах наклеены вот такие антиисламские листовки. Это листовки организации «Мы против ислама». Есть и другие листовки, например, где видно, как собака мочится на мечеть. Вот такими листовками, вызывающими ненависть к исламу, обклеен этот ларек. Я позвонил по номеру, указанному на вывеске ларька, и поговорил с сыном хозяина. Он мне сказал, что уже 2 месяца им запретили здесь торговать. Более того, подходили люди и говорили, что им нельзя продавать халяльную еду. Я, честно говоря, удивился это услышав. Я всегда думал, что Европа толерантная, демократичная, поэтому я считаю, что распространение таких листовок недопустимо. Очевидно, что подобные стикеры производятся в массовом порядке для таких акций против присутствия мусульман в Европе. Хотя большинство хозяев магазинов и лавок халяльных продуктов уже давно являются гражданами Чехии. Подобная символика с перечеркнутой мечетью в больших количествах присутствовала на транспарантах и флагах во время недавнего многотысячного митинга в центре Праги, посвященного Дню независимости Чехии. Собравшиеся на этот митинг горячо приветствовали слова чешского президента Милоша Земана, который предложил всем беженцам отправляться домой. Я узнал, что большинство мигрантов – молодые здоровые мужчины, и мне интересно, почему они не борются за свободу своей страны с ИГИЛ? Почему они не работают у себя дома, чтобы помочь своей стране пережить тяжелые времена? Несколько дней назад волна антиисламских погромов прокатилась по восточным городам Германии. Там отмечали первую годовщину создания антиисламской организации «Пегида» местной ультраправой. «Пегида» — это аббревиатура, которая расшифровывается как «патриотичные европейцы против исламизации Старого Света». В Лейпциге и Дрездене полиция задержала более 200 погромщиков. Погромы лавок и магазинов местных мусульман и левых, сопровождавшиеся поджогами автомобилей и даже домов, предшествовали многотысячному маршу против ислама политического крыла Пегиды в центре Лейпцига. Полиции удалось относительно быстро пресечь беспорядки в Лейпциге и Дрездене и не дать им перекинуться на другие немецкие города. Тем временем недовольство миграционной политикой канцлера Германии Ангелы Меркель уже высказывают высокопоставленные немецкие чиновники. Губернатор Баварского округа Ландсхут демонстративно отправил к ее берлинскому офису автобус с десятками мигрантов. Подробности в репортаже Рейтер. В ночь на пятницу к администрации канцлера Германии подъехал автобус с десятками беженцев. Туда их отправил глава Баварского округа Ландсхут. Так он выразил свое несогласие с миграционной политикой Ангелы Меркель. Вместо того, чтобы принять и разместить беженцев в своем регионе, он решил выслать их в Берлин. 3 месяца назад я написал канцлеру открытое письмо, в котором сказал, что наши возможности иссякают, говорит организатор акции. Я всегда за то, чтобы обращаться с этими людьми гуманно, а не держать их месяцами в спортивных залах и других подобных временных приютах. Мы должны принять меры. В прошлом году в Европу прибыли более миллиона человек из стран Африки и Ближнего Востока. Большинство из них устремилось в Германию. Местные власти, принимающие беженцев, столкнулись с финансовыми и логистическими проблемами. В Баварии, куда въезжает большая часть мигрантов, недовольство особенно сильно. Местные политики призывают ввести ограничения на число принимаемых беженцев. Далее в программе. Тайные российско-американские переговоры о судьбе Донбасса. Между тем, президент Украины Порошенко полон оптимизма и заявляет, что до конца года мятежные территории вернутся. Ему не верят даже дети. И очень много людей погибают в школах, в разных зданиях. Самого популярного в России футбольного комментатора Василия Уткина отстранили от эфира. Он заснул во время трансляции матча Барселона-Байер, но продолжал комментировать игру и во сне. И новый ответ российских эстафетников очень недолгий. На востоке Украины бушует эпидемия гриппа неизвестного происхождения. Врачи говорят о признаках птичьего и свиного вирусов гриппа. Уже зафиксировано 7 смертей, хотя медики неофициально называют цифру в 30 человек. Массовые мероприятия отменены, а в школах объявлен карантин. Также карантин объявлен и на сепаратистских территориях в Донбассе. С подробностями Катерина Кочкина.
Эпидемии гриппа такой силы в Краматорске не ожидали. Врачи были готовы к сезонной вспышке, но все оказалось куда серьезнее. То есть в прошлом году, опять же, скажем так, были всплески заболеваемости, в общем-то говоря. Но, во-первых, они не приводили к такому количеству, скажем так, тяжелых, осложненных больных, которые требовали, скажем так, стационарной помощи. Вот. Ну, естественно, не было такого количества летальных, скажем так, эпизодов. За 2 недели от гриппа и связанных с ним осложнений умерли по меньшей мере 30 человек. Врачи подозревают, что люди стали жертвами свиного гриппа. Но установить, с какой именно мутацией вируса они борются, пока не могут. Вирусологическая лаборатория расположена в Донецке, на территории подконтрольной так называемой ДНР. И у краматорских врачей доступа туда нет. На помощь приходит вирусологическая лаборатория Мариуполя, куда мы отправляем смывы. Но там делают культуральный метод исследования. То есть он затрагивает время. Нужно вырастить вирусы на так называемых куриных эмбрионах и потом культивировать и давать ответ. Поэтому пока еще точный ответ затягивается. Эпидемия гриппа настигла Краматорск еще перед Новым годом. Но люди не спешили обращаться к врачам. Многие хотели встретить праздники дома. Сейчас местная больница переполнена. Сотрудники говорят, с гриппом лежат и в хирургии, и в инфекционных боксах. Терапия полностью завалена. И на проходах, и на том, и в палатах много. Хирургия тоже. Вспышку в Краматорске инфекционисты объясняют тем, что город перенаселен. Краматорск – это город, который сейчас выполняет функции областного центра. Так получилось. Донецк остался там, в Краматорск переехали, соответственно, организации, предприятия, вузы. Поэтому большая миграция населения идет. Горосполком раздает жителям города марлевые повязки. Отменены массовые мероприятия, а в школах объявлен карантин. Однако пока результаты исследований не придут из Мариуполя, наверняка установить тип вируса, а значит и эффективно с ним бороться, не представляется возможным. Катерина Кочкина, «Настоящее время». Америка и Россия вступили в тайные переговоры о судьбе Донбасса. Как сообщает «Коммерсант», в городе Пионерский Калининградской области в пятницу состоялась встреча заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Переговоры проходят за закрытыми дверями в резиденции российского президента в Пионерском, заявили Интерфаксу в представительстве МИД в Калининградской области. Российские и западные СМИ особо отмечают участие в переговорах Владислава Суркова, одного из архитекторов нынешней российской политической системы, серого кардинала Кремля и тайного куратора донбасских сепаратистов. Именно Суркову приписывают создание так называемых ДНР и ЛНР в том виде, в котором они существуют в данный момент. Он находится в списке нежелательных фигур, и ему запрещен въезд в Европу и США. Тем временем президент Украины Петр Порошенко достаточно оптимистично смотрит на этот переговорный процесс. На своей пресс-конференции он уверенно заявил, что в этом году Украина вернется в Донбасс. Хотя о возвращении Крыма Порошенко высказался не столь определенно. В 2016 году должно состояться восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Борьба за возвращение Крыма тоже остается приоритетом в повестке дня. Мы предложим создать международный механизм по деоккупации полуострова. В самом Донбассе, несмотря на режим прекращения огня, перестрелки с применением тяжелой артиллерии на линии разграничения между украинскими войсками и силами сепаратистов продолжаются. И продолжает страдать гражданское население, в первую очередь старики и дети. Наш корреспондент поинтересовался у маленьких жителей востока Украины. Считают ли они, что война может когда-нибудь закончиться? Очень много детей сейчас перепуганы, не уехали. И очень много людей погибают в школах, в разных зданиях. Я хочу, чтобы эта война поскорее закончилась. Я вообще на нее не обращаю внимания, но то есть, мне все равно на нее. Я глухой, как не знаю кто, как глухой. Я слышу там бах, мне все равно, я иду гулять. Как думаешь, как скоро кончится война? Ну, думаю, очень скоро, ну там через месяц. А войны не боишься? И войны боюсь. А как думаешь, когда закончится? Я надеюсь, что даже завтра. Ну, хочется, чтобы ты, вот, например, проснулся, и она уже кончилась, потому что погибает очень много людей. Я не понимаю, зачем ее вообще нужно было начинать.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал врагами народа и предателями представителей внесистемной оппозиции, которые, как сказал Кадыров, пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. Это заявление он сделал в День российской прессы. Термин римского права «враг народа» предполагает объявление лица вне закона с последующим безусловным уничтожением. Этим термином пользовался Иосиф Сталин, уничтожая миллионы своих противников. А вот что сказал Кадыров. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого. Я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность. Напомним, что российская оппозиция подозревает Рамзана Кадырова в причастности к убийству Бориса Немцова. Эти подозрения усилились, когда стало известно, что следствие считает причастными к этому преступлению людей, близких президенту Чечни. В самой же республике правозащитники неоднократно отмечали внесудебные расправы с противниками самого Кадырова. Примечательно, что россияне, которые раньше не испытывали особых симпатий к чеченскому лидеру, в деле борьбы с врагами народа во многом его поддерживают. Согласны ли вы с Кадыровым в том, что оппозиционеры – это враги народа? Согласен. При Сталине, да, было жестко, но тем не менее был порядок. Мне кажется, это очень категорично. У нас же демократия, и оппозиция все-таки должна быть какая-то. Я, наверное, не согласен. А почему не согласен? Имеет свою точку зрения. То есть у оппозиционеров она совершенно может быть другая. У нас есть закон. Так нельзя. Мы опять возвращаемся в сталинское время, по его заявлению. Раньше я думала, что оппозиционеры это борцы за справедливость. Сейчас я так не думаю. Мне в последнее время очень нравится Путин и его политика. Фактически единственным, кто выступил с отповедью Рамзану Кадырову, стал депутат Горсовета Красноярска Константин Сенченко. На своей странице в Фейсбуке он публично назвал Кадырова позором России и обвинил его в дискредитации звания академика, Героя России и должности главы региона. Многие написали Сенченко в комментариях, что теперь ему не поздоровится. Итак, ситуация экономическая очень сложная, да, все напряжены. Еще вот эти бесконечные обвинения приводят к тому, что люди находятся прям в очень сильном эмоциональном напряжении. Потому что завтра могут любого из нас записать во враги. У нас, особенно в Сибири, очень сильна память генетическая. У нас здесь и ГУЛАГ был, огромное количество людей здесь полегло. Просто хочется спокойной, нормальной жизни, созидать, строить страну. Хочется, чтобы перестали нагнетать обстановку, перестали обвинять тех людей, кто в чем-то не согласен, врагами народа. Но спустя всего день красноярский депутат пошел на попятную. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем инстаграме видео извинений Константина Сенченко и подписал: «Я принимаю». Рамзан Ахматович, я приношу свои извинения, я был неправ. Я действовал сгоряча, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения. Я пообщался с представителями чеченского народа. Одного из самых популярных футбольных комментаторов Василия Уткина отстранили от эфира. Он заснул во время трансляции матча Барселона-Байер, но тем не менее продолжал активно комментировать игру во сне, не изменяя своей привычной интонации. Однако то, что рассказывал о ходе матча спящий комментатор, не совсем соответствовало тому, что происходило на поле. Сам Уткин честно признался, что во время эфира он действительно заснул, потому что сильно переутомился накануне. Тем временем российский интернет наводнили видео с комментариями спящего Василия Уткина. Вот одно из них. Хороший заброс по правому краю, но мяч не доходит до адресата. Вот теперь, Иванов. Нарушение. Вот казалось, что силы будут заканчиваться у наших, а силы-то заканчиваются у французов. Два не очень, какие там не очень, просто сильные, необязательных фола в народной близости от вратаря. И мы все время обсуждаем, что, оказывается, это другие родители устали. Это невозможно. И новый ответ российских эстафетников очень недолгий. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Всего доброго и хороших вам выходных.